Уважаемые делегаты, уважаемые гости съезда, Республиканская партия Форум народного единства Абхазии продолжает свою работу, своевременно реагируя на острые социальные и общественно-политические проблемы, тревожащие граждан страны. И сегодняшний съезд тому подтверждение. Наши активисты открыто и публично выступают против опасных решений, способных разрушить государственность изнутри. Мы приобщаем в своей работе новых людей, делаем внутреннюю структуру более гибкой и мобильной. Принимаем участие в совместных с оппозицией заявлениях по тем или иным вопросам, идущим вразрез национальным интересам Абхазии. Начинаем менять старые партбилеты на новые, считая, что это способно укрепить партийную дисциплину. Дорогие форумчане, дорогие гости съезда, мы стали свидетелями глубокого кризиса. В мире проходят сложные и опасные геополитические процессы. В таких условиях вполне очевиден вопрос: либо наш народ и государство примут адекватные и необходимые меры, соответствующие историческому моменту, и сохранятся в новом качестве, либо мы растворимся и исчезнем, потеряв отпущенную нам Всевышним уникальную возможность на успешное развитие. В тревожные моменты форумчане всегда реагировали на опасности, угрожающие нашему народу. И сегодня хочу поблагодарить вас всех, наши братья и сестры, за то, что вы нашли время, пришли обсудить с нами острую политическую ситуацию в нашей стране. Хочу поблагодарить новое поколение политиков, которые присутствуют в этом зале. Они активно и энергично ворвались в политическую жизнь, достаточно уверенно демонстрируя, что у страны есть достойное поколение, ориентированное на лучшие традиции и опыт национально-освободительного движения. Мы всячески поддерживаем их инициативы, их принципиальные взгляды на те или иные вопросы, имеющие стратегическое значение для страны. Партия «Форум» участвует в организации встреч в различных регионах Абхазии, проводимые общественными организациями, партиями под эгидой АНД во главе с Артуром Арзуновым. Эта команда взвалила на свои плечи очень сложную и ответственную задачу. Удачи вам мы пожелаем. Эти встречи, на наш взгляд, необходимы. Общество понимает и осознает чрезвычайно сложную ситуацию, сложившуюся в стране. Рассчитываем на продолжение таких мероприятий и обращаемся к вам всем поддержать эти инициативы. Этот живой обмен мнениями по ключевым вопросам развития государства. Наш народ на интуитивно-подсознательном уровне всегда чувствует существующую угрозу. И сегодняшняя действующая власть, к сожалению, дает много поводов для беспокойства. Уже 4-й год мы наблюдаем полный отказ руководства страны от главной идеи национально-освободительного курса на независимость, на незыблемость конституционных основ, которой придерживался основоположник современного абхазского государства Арзумбу Владислав. Некоторые руководители слишком рано стали забывать, что именно такая установка привела нас всех к победе в Отечественной войне народа Абхазии, к признанию независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Идет планомерное обесценивание всех завоеваний граждан страны. Отсутствует национальная повестка. Никто на серьезном уровне не занимается вопросами демографии, репатриации, укрепления национальной экономики, обороны, образования, здравоохранения. И еще я хотел бы отметить, наряду с этим перечисленным, и отношения наши с братскими северокавказскими народами. Создается впечатление, что все пущено на самотек.
главным вопросом для ныне действующей власти стало лоббирование интересов иностранного агрессивного олигархата, упорная попытка построить в стране авторитарно-олигархический режим, раздача, а фактически распродажа лучших земель, составляющих сотни гектаров на побережье страны, подписание втайне от народа с грубейшими нарушениями законодательства соглашений по сдаче в Пицунде, откровенное и циничное игнорирование мнения народа грубо нарушается положение Конституции Республики Абхазия. Совершенно недавно, как вы, наверное, слышали, Генеральная прокуратура, изучив материалы по столь болезненному и резонансному вопросу, выявила факт того, что были указаны неверные координаты, по которым еще и огромная часть самой Пицунды попадала под отчуждение. При этом господин Куправа продолжает публично утверждать, что все в порядке и проблем нет. Вакханалия в национальной экономике, лоббирование закона об апартаментах, предоставление налоговых льгот олигархическому капиталу – вот короткий перечень приоритетов руководства страны. Мы можем констатировать, что в этих планах и проектах абхазского народа нет. И более того, уже несколько лет граждан страны, руководители государства стали называть не народом, а населением, а вместо страны ввели в обиход понятие территория. Отказ от национальной идеи, национальных приоритетов достаточно очевиден. Возникает вопрос, можем ли мы позволить топтать в угоду олигархам разного пошиба нашей национальной идеи свободы Апсны и народа Абхазии? Можем ли мы позволить отказаться от фундаментальных постулатов, на которых мы пришли к победе и независимости, ради которого отданы тысячи жизней? Конечно, нет. Мы этого не допустим. Отказ от политики и идеологии, сформировавшейся в ходе национально-освободительного движения, несет прямую угрозу безопасности нашего народа и государства. Понять тем, кто в этом не участвовал, и тем, кому это внутренне не близки эти ценности, очень сложно. Мы советуем таким деятелям умерить свой торгашеский пыл, и никаких компромиссов с ними быть не должно. Партия «Форум» предупреждала наших граждан о последствиях прихода к власти нынешних руководителей, так как это не новая власть, а бывшая старая, которая, кроме того, как осваивать российскую финансовую помощь и делать многомиллиардные долги, ничем не запомнилась. Мы предупреждали, что обещания, данные им на выборах, останутся на словах. Где реформа государственного аппарата? Где сокращение дублирующих структур? Где экономия бюджетных средств? Где борьба с коррупцией и организованной преступностью? Где прозрачность, тендеры, конкурсы? Где запалилась реформа Конституции с ликвидацией поста вице-президента? Не стану вас утомлять предвыборными обещаниями Джани Анпа, а сразу перейду к тому, что мы получили вместо реформ. Граждане страны стали свидетелями и жертвами противоречивой, непоследовательной политики во всех сферах. Легализация майнинга, несмотря на многочисленные предупреждения специалистов, депутатов 6-го созыва, самих энергетиков, исполнительная власть продавила это решение. Джани и Азган убеждали наше общество в прибыльности майнинг-бизнеса. Говорили о том, что у нас есть излишек электроэнергии. Говорили о доходах в 600 миллионов рублей. Это спровоцировало граждан к приобретению оборудования во многих случаях в долг или продав свое имущество, что привело к массовому ввозу и установке майнинг-ферм. А это, в свою очередь, привело к резкому увеличению энергопотребления с 6-7 миллионов киловатт до
11-12 миллионов киловатт в сутки. Это в сутки. А затем правительство успешно наложило запрет на этот вид деятельности, при этом создав комиссию в борьбе с тем злом, что сами же и породили. Все разговоры о том, что прошлая власть имеет отношение к энергокризису, это попытка уйти от ответственности за свои некомпетентные решения. Факты однозначно указывают, резкий рост потребления начался именно после принятия Кабинетом министров постановления о легализации добычи криптовалют. Прошлая власть как раз запретила этот вид деятельности, чему свидетельство является официальный документ правительства о запрете. В итоге, вместо запланированной прибыли от легализации майнинга, народ получил тяжелейший кризис, убытки, энергетический дефицит почти в 1 миллиард киловатт, постоянные аварии, многомиллионный ущерб. Вы знаете, вот по этому поводу вспоминается Россия 90-х, когда предприятие снизводилось в принципе до банкротства, а потом за копейки продавалось. Вот здесь четко прослеживается вот такая вот линия схематичная. Я имею в виду нашу энергетическую отрасль. К чему пришли власти за 3 года? Это к лоббированию приватизации энергетической области и попыткам убедить народ в необходимости взять кредит у России в 1,5 миллиарда рублей на якобы стабилизацию самими же созданной критической ситуации. Это озвучивают люди, также убеждавшие общество в необходимости железнодорожного кредита в 2 миллиарда рублей, до сих пор который висит тяжелым бременем на плечах нашего народа, и уже мы можем смело говорить, не одно поколение, и будет продолжать висеть, загоняя в долговую яму нашу страну. Далее, решение о снятии всех ограничений в борьбе с коронавирусом, введенных ранее правительством ГАМа, повлекло за собой коллапс наших медицинских учреждений, абсолютно не подготовленных к такому развитию событий, что привело к смерти около 1000 наших граждан. Врачи, специалисты, общественные деятели предупреждали о последствиях такого решения, но власть приняла безответственное, неадекватное в условиях разбушевавшейся мировой пандемии постановление об открытии границ. Всех, кто пытался вразумить членов правительства, объявляли паникерами. Мы помним с вами нелицеприятную историю с компьютерным томографом в Даутском ковидном госпитале, купленным на средства абхазской диаспоры, который впоследствии был назван мертвецом, не подлежащим ремонту, а потом был нашей диаспорой восстановлен и спас жизни сотни наших граждан. Обещание заколотить двери ресторанов и прочие перлы от премьер-министра Анфан в народе стали поводом для горьких шуток. Мы все помним, как отчаявшиеся граждане пытались найти места для своих родных в переполненных больницах, как, занимая деньги, искали дорогостоящие лекарства, как мучились в попытках спасти своих близких. Мы также помним, как особо высоких особ господ вывозили в Москву. Помним о более 1000 умерших. Их просто бросили в пучину коварной болезни ради спасения туристического сезона. Туристический сезон оказался важнее простых граждан. В такой ситуации ответственно поступили руководители ветеранской организации АДУА, обратившись за помощью к России, которая оперативно среагировала и развернула госпиталь в Сухуми. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы так реагировали.
И в ряду вот всех этих дел также стоит отмена пенсий пенсионерам на карты АПРА в разгар пандемии. Далее, к опасным и бездумным решениям относится включение во внешнеполитическую доктрину пункта о многоуровневых переговорах с Грузией. Попытка власти говорить о выгодах транзита и дача санкций на приезд в Абхазию депутатов парламента Грузии. Все перечисленные выше действия власти объединяет одно – неуемная жажда наживы, попытка обогатиться любой ценой, даже ценой безопасности жизни и здоровья наших граждан. Вместо реформ народ получил 300% увеличение тарифов на электроэнергию, необоснованный рост цен на бензин и обещание увеличить цены на водоснабжение, другие тарифы коммунального хозяйства. И это все на фоне резкого роста цен на жизненно важные товары, медикаменты, продовольствие, на фоне резкого падения доходов наших граждан. Вот еще последнее, что еще платные дороги при этом хотят ввести. Плюс неустанные попытки приватизации стратегических объектов страны, включая энергетику, аэропорт, морские порты, продвижение интересов иностранных олигархов. Но от властей, избивающих ветеранов в День Победы, преследующих граждан за неугодные высказывания и мнения, запугивающих журналистов, стреляющих в простых людей, никто никаких обещанных на выборах реформ и перемен не ждет. В ряду неисполненных обещаний в Джане это проведение референдума о доверии по истечению половины срока, отставка в случае несокращения количества ДТП со смертельным исходом на 50%, ложь и манипуляция, запугивание граждан стали нормой. И на этом фоне мы слышим от власти голоса, что мы ни на что не способны, что мы ничего не можем. Хочу отметить, именно они ни на что не способны. За истекшие вот эти 3 года в этом убедились практически все. Самое опасное в политической деятельности – это то, что действующая власть не способна публично признавать свои ошибки. Некомпетентность политики, противоречащая интересам народа страны, привели к полной потере доверия и легитимности власти. Руководители страны оказались неспособными адекватно реагировать на возникшие в мире угрозы и вызовы, не смогли вписаться в современные реалии политического процесса, оказались ослепленными мифическими миллиардами иностранных олигархов, чем вступили в непреодолимые противоречия с идеями, культурой, традициями и неизменным курсом нашего народа на свободу и независимость. Партия «Форум народного единства Абхазии» важнейшим политическим решением считает курс на формирование новой политической повестки, отвечающей вызовам и угрозам нашей безопасности, с опорой на поколение наших граждан, выросшей в независимой, суверенной, свободной республике Абхазия. Это поколение не застало советские времена. Ему чуждо мышление на уровне автономной республики. Оно воспитывалось на успехах и примерах национально-освободительного движения, на ценностях, традициях, культуры нашего народа, на опоре. Именно опора и вера в народ обеспечили национально-освободительному движению успех, победу в войне с грузинскими оккупантами, помогли выстоять в жесточайшей блокаде, добиться признания независимости от Российской Федерации, как я уже говорил, и от ряда стран.
Пример из недавнего прошлого, когда наш форумчанин Рауль Джумкович Хаджимба был избран президентом Республики Абхазия. Проводимая им политика по укреплению суверенитета государства, безопасности, путем в том числе подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, опиралась на один из важных пунктов, который четко был обозначен вектор развития Абхазии в евразийскую интеграцию. Кстати, общее количество встреч президента Хаджимба и президента Путина было более 9. И это на фоне одной протокольной встречи с ныне действующим президентом. Это факт. Комментировать я не буду. При этом мы не забыли, что некоторые из активных сторонников нынешней власти всячески препятствовали подписанию данного соглашения, устраивая митинги, пикеты и пытаясь не пропустить президента Хаджимба в Российскую Федерацию для подписания столь важного документа. Поддержка национальной экономики и собственных доходов бюджета опиралась прежде всего на деловую активность собственных граждан. Немного цифр, вот, внимание. Что позволило в кратчайшие сроки с 2015 года по 2017 год вовлечь в бизнес более 3000 людей, удвоить собственное производство почти с 3 миллиардов до 6 миллиардов рублей. Кратно увеличился рост экспорта. В 2019 году рост койко-мест увеличился более чем в 2 раза. С 14 тысяч в 2014 году до 30 тысяч в 2019 году. Рост собственных доходов республиканского бюджета составил более чем в 3 раза. С 900 миллионов рублей в 2014 году до 3 миллиардов 200 миллионов рублей в 2019 году. Вот. У некоторых людей возникает, естественно, вопрос. А где эти суммы, куда они делись, такие большие деньги, которые удалось собрать тогда? А я напомню, долгов внешних и внутренних, сделанных представителями нынешней власти, в период с 2011 по 2014 год было возвращено почти 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей было возвращено. Хотя при нормальном таком исходе, да, эти 2 миллиарда рублей пошли бы в плюс тем же пенсионерам, на заработные платы и так далее и тому подобное. Нет, эти деньги были уплачены тогда в счет долга. Дальше. В период с 2015 года по 2018 год в парламент были переданы законопроекты по конституционной реформе, экономическим реформам, включая законы по поддержке малого и среднего бизнеса, законы в области безопасности, включая закон по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, закон о противодействии и легализации преступных доходов и закон о валютном контроле и регулировании, и многие другие, что свидетельствуют только о том, что была в приоритете национальная повестка. И многое удалось сделать реально. Но это все, несмотря, вы помните, в какой атмосфере работали. Это несмотря на беспрерывные митинги, перекрытие дорог, сожжение покрышек, штурмы зданий МВД, администрации президента. Это чтобы в полгода 1-2 митинга или еще чего-нибудь не было, это был нонсенс. Да, я заканчиваю. Уже очевидно большинству граждан, что двигало нынешними руководителями страны, будучи в оппозиции. Это не желание служить своему народу, а чувство реванша с примитивными целями распродажи активов народа иностранным олигархам и создания автократии.
В государстве с глубокими демократическими традициями такой путь тупиковый, и никто не позволит лишать народ собственности, лучших земель и запугивать граждан спецслужбами, которые создавались для борьбы с внешними врагами страны. Нам всему обществу необходимо выбираться из системного, идеологического, политического, экономического, энергетического и правового кризиса, куда нас затянула действующая власть. В сложившихся непростых условиях костяк партии, ветераны национально-освободительного движения, опирающиеся в своей работе на наследие и принципы основателя современного абхазского государства Арцинба, на глубокие традиции и культуру нашего народа, считают крайне важным обеспечить преемственность поколений, приложить весь опыт и усилия с целью обеспечения полной поддержки нового поколения наших граждан в политике и общественной жизни. Я завершаю. Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым заявить, что власти страны не выполнили своих обещаний, допустили во внутренней и внешней политике серьезные ошибки, ставящие под угрозу безопасность нашего государства и ее народа, ее экономический и государственный суверенитет, конституционный устрой, что приводит к законному требованию о отставке руководства страны. И тому дарят за пропозицию Ханка, Джабин, Джалат, Амар Кулахамар Гай, Ишутвек Шапалеум Ргот, Хапка Тавзев, Куанча Айцар, Чамзел и Веграда, Ханеколов, Вахахах Мор.